Первый этап борьбы с мраморными клопами включал в себя механический сбор вредителей непосредственно на местах их зимовки. С наступлением весны клопы вновь активизировались. В этот период необходимо вести борьбу с вредителями именно опрыскиванием на растения ядохимикатов. Специалисты Минсельхоза Республики рассказали сельчанам, как правильно следует проводить химическую обработку растений. Главный вопрос, волнующий жителей сел, не вредна ли химическая обработка растений для пчел, домашнего скота и птиц. На этот вопрос специалисты отвечают так: если соблюдать все меры предосторожности, то причин для беспокойства нет. Надо проводить обработки растений, которые не цветут. Надо проводить обработки в местах, где нет медоносов. Надо проводить обработки в такой временной промежуток, чтобы было время для высыхания нанесенного раствора. Это вечерние часы, более желательно, или утренние часы, чтобы не было прямого попадания на пчел. Прямое попадание на пчел смертельно для пчел. Они не несут никакого вреда при обработке, при попадании на почву, если нет непосредственного попадания в органы пищеварения животных. Они не несут угрозы, но единственное, что в процессе проведения работ, конечно, скот не должен пастись на обрабатываемых площадях, и, соответственно, домашняя птица, она должна быть в местах удаленных. Еще в прошлом году для борьбы с мраморным клопом Министерство сельского хозяйства Абхазии использовало сильнейшие ядохимикаты с содержанием инсектицида бифентрин. Стоит отметить, что часть используемых ядохимикатов была промаркирована на грузинском языке. Этот факт вызвал негодование у населения нашей страны. Но специалисты Минсельхоза говорят, что нет повода для беспокойства. Данный препарат привезли не из Грузии. Абхазская сторона его получила по линии международных организаций, которые аккредитованы в нашей республике. Препараты европейского производства. Там был швейцарский препарат и турецкий препарат с содержанием 100 грамм в литре действующего вещества. Препараты фирмой-изготовителем, препараты маркируются по заказу стороны, закупающей препараты. Препараты закупались заблаговременно для Грузии и находились в Грузии. Но когда проблема появилась и была озвучена у нас, международные организации передали нам эти препараты для использования их в сельском хозяйстве. В этом году растения будут обрабатывать ядохимикатами, полученными от российской стороны. Но и часть оставшихся с прошлого года пестицидов от международных организаций также будет применена. В борьбе с мраморным клопом будут использоваться феромонные ловушки. Так в селе Чило планируется установить до 10 ловушек. Это основная часть, это феромоны, это запахи, которые издают самка и самец, на которые привлекают насекомых. И они прилетают, и уже, когда мы это повесим, конечно, ленту надо снять с обеих сторон, и уже будем мониторить, смотреть количество этих насекомых. В ходе встречи жители сел предложили создать в Минсельхозе специальные бригады, которые будут обрабатывать пораженные растения ядохимикатами. Если я буду лечить у себя, а мой сосед не подготовлен, не знает, как это производить это лечение, какой результат будет. Его клопы перелетят ко мне, как говорится, и поэтому нужен профессиональный подход и нужно профессиональное действие. Специалисты Министерства сельского хозяйства пояснили, что жители сами должны будут обрабатывать свои сады, а государство им предоставит необходимую спецтехнику и пестициды. Алика Трапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.